Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. О чем сожалеет ваш мужчина и что он будет делать. И если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на мужчину и давайте посмотрим, о чем же он сожалеет. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересный персонаж. Он сожалеет сразу о двух вещах. Это не поддается здравому смыслу, но попробуйте понять. Смотрите, с одной стороны, он сожалеет о том, что он сделал, а с другой стороны, он сожалеет о том, чего он не сделал. Понимаете, идет такое ощущение, что с вашим мужчиной что-то очень глобальное, серьезное, меняющее восприятие, жизнь, подход, характер. Что-то такое с ним происходит. Либо в какую-то он такую передрягу попал, в такую ситуацию скандальную попал, когда, вот знаете, как вся жизнь перед глазами пролетела. И вот до него дошло. Просто дошло, да? Какой же я был осел, да? Чего же я тут накуролесил? И чего же я того, что должен был сделать, не сделал? Как, знаете, какая-то перезагрузка запустилась в нем, да? Трансформация, перезагрузка. Ну, давайте, девочки, пойдем по порядку. Давайте начнем с того, что он сделал, да, и о чем он сожалеет. Во-первых, прежде всего, он сожалеет о том, что он вас не слышал. Он к вам не прислушивался. Он не воспринимал ваши слова, ваши советы, вашу помощь, поддержку, не воспринимал как что-то серьезное и важное. Скорее всего, как отмахивался, слушал вполуха, ну и, может быть, даже и критиковал вас за то, что вы даете какие-то советы. Знаете, все ваши советы, либо все ваши предсказания, они ведь все исполнились. И исполнились ровно так, как вы и говорили. Говорили ли вы о каких-то вещах, либо о каких-то людях, все это и исполнилось. И вот он сидит, волосики на теле шевелятся и думает: боже мой, какой же я был кретин. А вот если бы я послушал свою женщину, а если бы я, пусть не прислушался бы к ее словам, боже, я бы столько неприятностей, столько каких-то гадостей не допустил бы в своей жизни, просто не допустил. Да, со мной бы этого не случилось, не произошло. Вот, глухой был он у вас, понимаете, глухой. Об этом он сожалеет. Сожалеет о том, что плохо с вами поступал, обижал, критиковал, не додавал, понимаете, в любви не додавал, в отношениях. Как-то легко он к вам относился. Знаете, так считал, что она моя, куда она там от меня денется? Господи, я тут такой красивый парень, да, первый парень на деревне, куда же она от меня денется? А вот взяла и делась. Взяла и делась, понимаете? Вы ведь себя, извините, не на улице нашли. У вас есть и достоинство, и гордость. И женщина вы видная хоть куда. За вами толпа ходит, мужичку. По крайней мере, он это видит. Он видит это. Знаете, говорит, не доказал свою любовь, не доказал, что я достоин, не ценил, на руках не носил, не зацеловывал.
Вот чего я не додал, да, вернее, что я сделал не так. Наоборот, вытянутая рука, дистанция, холодный, отчужденный, им там и накричать мог, и нагрубить мог, и нахамить мог. Вот, дошло до вашего мальчика, да, как оно в жизни бывает. Так, еще сожалеет. Сожалеет о каком-то, ну я не знаю, блуд, не блуд, гульки какие-то. Но у кого-то мужчина изменил. Девочки, ну буду говорить, как вижу, да, возможно, поэтому вы и расстались. А у кого-то мужчина наоборот, понимаете, от семьи, от вас, от роднулечки, от половиночки своей бежал к каким-то там мужикам за вот этим угулом, за тем, чтобы там побухать, о чем-то там поговорить, может быть, даже во что-то поиграть. Да, у кого-то там спортсмен великий, да, там, любит играть в какие-то игры, может, там, футбол, хоккей, а у кого-то азартный, да, любит такие запрещенные игры. Вот, знаете, как менял самое лучшее, что есть в его жизни, вот что рядом с ним, на вот этот свинячий визг, да, чтобы там с мужиками просто в зюзю напиться. Но у кого-то вот по блуду ушел мужчина, да, либо вы его поймали на блуде и выставили за дверь. И он теперь думает: боже мой, что же я натворил? Как же так? Какой же я тупой? Да, как же я, как меня угораздило, да, все это натворить, накуролесить. У кого-то мужчина даже и прощения не попросил за свое поведение. Наоборот, даже все так мастерски обыграл, что вас виноватой выставил. А теперь сидит и думает: какая же я сволочь. Какая же я сволочь. Ой, ну с ним такие серьезные потрясения, девочки, но я, к сожалению, не могу сказать, в чем причина, да, где его так прижало. Почему вдруг он начал так конкретно меняться? Ну, либо учитель ему такой попался, да, который обнажил все его эти узкие места. Кстати, у кого-то мужчина очень привязан был, либо, знаете, как помешан был на своих, допустим, родителях. И во всем мог слушаться своих родителей. Например, родители вас не взлюбили, и родители против вас там целую войну развязали. А он вместо того, чтобы грудью вас закрыть от своих родителей, да, либо разъяснять своим родителям, что это моя любимая женщина, что я без нее не могу, мы теперь единое целое, если вы против нее, значит вы против меня. Он этого не делал. Он их слушал, он им поддакивал, и еще весь этот негативище на вас обрушал. Да? Типа: правильно моя мама говорила, что ты там такая-сякая, а вам так обидно было. Ну прям очень много слез я, кстати, ваших вижу из этого мужчины. Знаете, вижу, что вы его очень любили. Я вижу, что вы прям, ой, ну готовы были за ним и в огонь, и в воду, и босая по снегу. Понимаете, вы готовы были, и вы, скорее всего, это делали. А он, ну типа, ладно, окей, я тебе разрешаю, можешь там за мной идти. Ну типа не сильно надо. Все он это теперь понимает. Так, теперь давайте посмотрим, о чем он сожалеет, чего он не сделал. Ну, у кого-то сразу идет, что он вас замуж не позвал. Да? Сразу вот так не схватил в охапку и в ЗАГС не затащил. Вот очень сожалеет. Либо сожалеет о том, что вы, например, не венчались. Может быть, вы ему предлагали, а он такой: да ну, зачем? Сожалеет теперь. Следующий момент. Здесь сожаление о какой-то дороге. Вы вместе должны были куда-то отправиться, в какую-то дорогу. Но он либо передумал, либо отказался. Вот теперь он сидит и думает: господи, ну если бы мы тогда вместе поехали, либо вместе уехали, да у нас же все бы по-другому вышло, да все бы по-другому у нас случилось, сложилось бы. И не было бы этой боли, не было бы этих мук, совести. И не натворил бы я таких делов страшных, за которые нет мне прощения. Вот просто нет. Нет, девочки. Ему сейчас очень сильно хочется попросить у вас прощения. Но то ли вы для него недоступны вот в моменте здесь и сейчас,
дорога закрыта к вам. То ли вы настолько на него обиделись, что запретили ему просто близко приближаться. Не то чтобы к вам, там, к вашему району, да, к вашему дому. Вот. Возможно, как бы и смотрите вы на бывшего, на какого-то. Сейчас рядом с вами, например, другой человек. Вот. Вы его тоже не забыли, ведь не забыли. Обида, я вашу обиду на него чувствую. У вас много к нему претензий, и все они правдивые, абсолютно все правдивые. Вы человек открытый, честный, вы никогда лишнего придумывать не будете. Вы даже как-то убавляете, да? Скостили ему тут огромное количество его грешков, и он это тоже знает. И он за это вас не смог поблагодарить, хотя должен был на коленях перед вами ползать, молиться на вас за то, что такая святая женщина встретилась на его жизненном пути. Еще, девочки, он жалеет о том, что он вам подарки не дарил. Подарки. Может быть, у вас какая-то мечта была. Может быть, в принципе, там, знаете, там ромашка, шоколадка. Хотя деньги были на то, чтобы купить вам хороший, ценный подарок, чтобы осуществить вашу мечту, ваше желание. Вы очень, кстати, скромная девушка, вы практически ничего у него не просили, а он этим пользовался. Он этим пользовался, понимаете? Он этим пользовался. Но главное, что он это осознал. Это самое главное. Так, еще. Он сожалеет о том, что мало с вами делился своими мыслями, какими-то своими тайнами, какими-то своими переживаниями. Как будто у вас контакт, между вами контакт, да, как будто бы постоянно прерывался, либо блочился. То есть он не считал нужным вам рассказывать того, что с ним происходит, либо того, о чем он думает. Ему легче и проще было пообщаться там с теми же родителями, либо с друзьями, которые ему всякую ересь советовали, гадости да глупости. Нет бы поговорить с вами, да, нет бы вам объяснить, вот такой я, такое у меня воспитание, либо вот таким я уродился, помоги мне поменяться. Он этого не делал, он этого не делал. Так, еще о чем он сожалеет, о том, чего не сделал. Девчонки, это не для всех, это для кого-то конкретно. Возможно, вы были беременны от этого мужчины, либо он вас принудил к тому, чтобы вы пошли на операцию, либо он, в принципе, отказался от того, чтобы вас поддерживать, и вы сами рожали ребенка. Да, без его участия, без его поддержки, все вот прям на себе выносили. Вот он очень об этом сожалеет. Сожалеет не только, например, что он вас там отговорил рожать, либо запретил даже рожать, и сожалеет о том, что он не участвовал в жизни ребенка, да, если вы родили ребенка для себя. То, что он не видел, как рос животик, что он не видел, как появился малыш. Он не видел первых его шагов, первых слов не слышал. Об этом он очень-очень сожалеет. Ну и, конечно же, что финансово не поддерживал. Возможно, ему стало известно, как вам было трудно самой на себе это все тащить. Так, мои хорошие, давайте теперь посмотрим его шаги. Его шаги. Тут идет долгий, витиеватый путь к вам обратно. Мужчина, его пока не подпускают к вам. Либо ему блокируют возможность с вами переговорить. Да, вот поговорить, переговорить, да просто высказать вот то, что он осознал. Просто блокируют. Высшие блокируют. Он как будто бы не готов, не дозрел. Может быть, действительно пришел его час. Он будет меняться, он будет превращаться в куколку, из куколки в прекрасную бабочку. Да? Станет наконец-таки тем, кем задумала его природа, либо задумали высшие силы. У него еще непростой витиеватый путь к вам. Путь, где больше истин ему раскроется, больше недостатков он найдет в себе, он все их проработает в себе. И только когда он полностью поменяется, очистится от всей своей скверны, только тогда будет встреча. А встреча у вас точно с ним будет. Встреча идет очень
Очень судьбоносная девочка. Ведь именно на этой встрече он вам будет предлагать всего себя, а не только свою руку и сердце, но и свою душу и жизнь. Так вот, девочки, он вас очень-очень удивит. Удивит то, как сильно он поменялся, каким человеком он стал. Возможно, даже вы его и не сразу узнаете. У него поменяется все. И внешность поменяется. Пусть не сильно, но прям будет ощущаться, что он повзрослел, поумнел, что что-то такое прям пережил. Да, вот такой тяжелый след у него будет на лице. Может быть, в мимике какие-то дополнительные морщинки появятся, там сединки появятся. И, конечно же, внутреннее содержание совершенно другой человек. Вот прям будете с ним общаться, и мужчина: а я вас не знаю, а вы кто? Вы здравомыслящий, серьезный, порядочный человек. Где же делся тот мой оторви и выброси? Да, девочки, да, встреча у вас 100% будет. Но мужчина придет проработанный, мужчина придет другой. Да, у него и речь будет другая, другими словами будет пользоваться. Вы просто обалдеете, да, вот какие разительные перемены, что было до и что стало после. Тут крепко за него высшие взялись, либо сама судьба решила его, такого, знаете, противного мальчишку, ну, жестко выпороть. Вот так мне идет. Давайте я еще на оракуле посмотрю. На самом деле, с одной стороны, как бы всего он этого заслужил, да, достоин всего этого. Но с другой стороны, аж жалко его. Жалко. Не знаю, что-то ему прям совсем плохо. Как-то так у него еще закрутилось, да? Жил не тужил, такой был легкий, а тут на тебе за жабры взяли. Так, давайте посмотрим, что с мужчиной. Что с мужчиной. Что с вами? Девочки, какая вы классная, я не могу. Ой, боже мой, боже мой. Так, смотрите, что с мужчиной. Ну, он себя проиграл, понимаете? Вот, как я говорила, какие-то пристрастия, какой-то этот гонор его, да, хайполов какой-то он у вас, хайпажор. Маски сброшены, понимаете? Все маски сброшены. Раньше ему как-то еще везло по жизни, а теперь он сам себя проиграл. Жизнь свою проиграл, понимаете? Теперь маски сброшены, и его ждет тяжелая наука, тяжелая трансформация. Что касается вас, ну вот она вы, боже, ну что может быть лучше, чем такая прекрасная девушка с ребенком на руках? Вы знаете, почему вы в маске? Знаете? Знаете ответ? Напишите в комментариях. Я знаю ответ. Вы сильнее, чем вы есть. Вы тоже периодически грешите тем, что вы занижаете свои способности и свои умения. Вы очень сильная женщина, вы очень мужественная и мудрая женщина, не по годам мудрая. Либо такое впечатление, что в одной женщине мудрости, не знаю, сразу 10 других женщин. Вот такая вы необычная. Вы стараетесь быть как все. Вот эта маска, типа, буду как все. Не хочу выделяться, не хочу отличаться. Но ваша натура, ваша природа от вас никуда не денется. И об этом говорит этот аркан. Понимаете, вам творить чудеса. Вам, именно вам править, управлять, задавать тон. Это карта мечты, вашей мечты. Ваша мечта, либо ваши мечты много, да, желаний ваших, 100% исполнится. Хорошему человеку все двери открыты, чтобы вы понимали. Даже двери, которые висят высоко-высоко. Вам все доступно, вы все сможете, вы все сумеете. Так, ну и давайте посмотрим на вашу встречу, да, либо на ваше будущее, что вот карта покажет. Ну вот, все иллюзии разобьются, да. Все иллюзии разобьются. Тяжелая будет встреча. Что тут сказать? Переоценка. Вот она, переоценка ценностей. Да. То, что было закрыто, будет обнародовано.
Да, вы как будто бы посмотрите, не вы, нет, он как будто бы посмотрит в глаза своим страхом. Он будет нагой перед вами, полностью вам откроется. Мужчина погибнет и возродится снова. Девочки, у вас есть прекрасный шанс ему отомстить, да, отплатить ему такой же монетой. Что бы между вами ни происходило в прошлом, либо в будущем, вы знаете, что вам высшие дают полный карт-бланш и говорят: ты можешь поступить так, как считаешь нужным. Хочешь — отомсти, греха не будет. Хочешь — прими. Твое дело, твой выбор. Девочки, вы себя, ну правда, недооцениваете. На этом мужчине свет клином не сошелся. Вы должны понимать. Вы настолько самобытная, настолько уникальная. Вы одна точно не останетесь. Вы не останетесь. Ваше будущее, вот оно, видите, вот оно, вы прекрасная, с гнездом, с детками, со своими, да, со своими близкими. И вот оно дерево. Это указание на то, что вы будете счастливы, что у вас будет полноценная семья. Полноценная семья. Будут люди, понимаете, будут кандидаты, будут предложения руки и сердца. Не только от него, но и от других. Вы роковая женщина. Это ваша природа, это ваша суть. Вы такая сердцеедка. Но почему-то вы этого пока не признаете. Будьте посвободней. Будьте сама собой. И жизнь ваша станет проще, интересней и насыщенней. Вы хорошая женщина, и вас ждет замечательное будущее. А с мужчинкой вы этим обязательно встретитесь и увидите, во что он превратился. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.